приходом весны многие рыбаки отправляются на традиционную якутскую рыбалку куюр. Для того, чтобы рыбачить таким способом, нужно всего 3 нехитрых приспособления. Доска, которая кладется на прорубь, пешня для колки льда и сачок, который выполняет двойную функцию, создает водоворот в проруби и помогает выловить рыбу. Как все это работает, мы сейчас узнаем. Начинается все с подготовки проруби. Участок, где будет рубиться лунка, расчищают от снега и начинают долбить лед. Долбить нужно таким образом, чтобы впоследствии сачок мог свободно вращаться в лунке, поэтому ее делают в виде расширяющегося к низу конуса. Сначала выдавливают обычную воронку, потом, когда в лунку начинает поступать вода, ее расширяют внизу. После того, как прорубь готова, поперек нее кладется доска с отверстием, тюреймас, в которую пройдет сачок. Получается маленький рычаг, с помощью которого воду вокруг полыни закручивает небольшой водоворот. Надо сначала сам куюр надо положить, потом вот тюреймас называется. Тюреймас надо ложить вот так, и вот надо поступать на это. Так, и перед тем, как крутить, надо посмотреть. И спокойно начинаете. Сонная от нехватки кислорода рыба вслед за водой собирается вокруг проруби, и рыбакам только и остается, что вынимать ее сачком. Первые лунки можно. А если рыбы нет, придется искать. Нам, увы, не повезло. Первая лунка оказалась без рыбы, как, впрочем, и вторая, и третья, и четвертая, и пятая. Иногда, правда, попадались гальяны и даже карась, но очень небольшие. Где-то 16 лунков сделаешь, и ничего не получаешь. А потом завтрашний день, следующий день, и каждый так идет по очереди. Один туда, один туда, один сюда, туда хочет. К концу дня надежды на богатый улов начали таять, поэтому большинство переключилось на соревнования по прорубанию проруби. Самым упорным удача все же улыбнулась, и в их сачок попался довольно крупный карась. После радостных криков и поздравлений трофей был выставлен на всеобщее обозрение. Эх, не повезло, вздыхали некоторые. Уже поздно вечером участники рыбалки начали сматывать удочки. Нынче матушка озеро рыбу не дала, но мы от этого не унываем и не страдаем. Главное процесс, что наши дети переучились исконно ремеслу. Нам тоже унывать ни к чему, тем более, что нас пригласили на следующий год и пообещали, что в этот раз рыба будет наверняка. Галина Мазалевская, Иван Тайтонов, ЕСЯ.